Накануне в таджикистанских СМИ опубликована статья председателя Госкомитета национальной безопасности республики Саймумина Етимова. В ней и лидер исламской партии Мухиддин Кабири, и бывший замминистра обороны мятежный генерал Абдухалим Назарзада названы лишь игрушками в руках заинтересованных сил. При этом какие именно страны купили всю оппозицию Душанбе и мятежных военных, не указано. Геополитические игроки пытаются выдать предательские действия некоторых групп и личностей как сугубо национальные проблемы. Таким образом, отдельные государства преследуют свои интересы, пишет глава ГКНБ. При этом Етимов не называет конкретные страны. Интересно отметить, что оказывается, мятеж Хаджи Халима для Душанбе вовсе не был неожиданностью. Почему при этом генералу удалось разоружить целую воинскую часть и расстрелять, как утверждали власти, отделение милиции в Вахдате, главный чекист не уточняет. Также таджикские гибисты были готовы и к созданию ИГИЛ и присоединению к нему граждан Таджикистана. Етимов безапелляционно заявляет, что и Абдухалим Назарзада, и Мухиддин Кабири – игрушки в руках заинтересованных сил. Эти события являются лишь маленьким звеном в цепочке плана геополитических игроков. И такие, как Назарзада или Кабири, являются лишь инструментом для достижения более глобальных целей. Что об этом заявлении думают вне пределов Таджикистана? Какие такие геополитические игроки могли бы хотеть навредить маленькой горной республике? И это у них все никак не получается, нам рассказал председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль. ПИФТ это всегда была умереннейшая организация, то есть которая являлась инструментом порядка, инструментом стабилизации, вопреки тому, что власть расшатывала, власть бросала постоянно вызовы народу, преследовала ислам, вводила все новые и новые драконовские запреты, которые опережали даже западную исламофобию, которая там просто краснела и смущалась перед лицом вот таких, скажем, вызовов, которые бросала мусульманскому сообществу Таджикистана. А Рахмон один в одиночку не решился бы осуществить вот все эти вещи, он выполнял чей-то заказ. Заказ какого-то государства или группы государств, которые, видимо, потребовали от него добить исламский фактор, окончательно закатать его под асфальт в рамках республики, с тем, чтобы у них не было как-то головной боли, не было проблем, не было никаких опасений с этой стороны.